О наказаниях, которым подвергались туземцы, до окончательного их замирения страшно и вспомнить. Да и не о них речь. Преступления, за которое туземца прогоняли сквозь строй, ссылали в Сибирь или просто-таки расстреливали домашним порядком, казаку или вовсе сходило с рук, или ограничивалось дисциплинарным взысканием. Практиковалось это уже после замирения и еще не так давно, но и минула и эта пора. На Кавказ стали проникать вести о новых реформах, появились пионеры европейской культуры, стали открываться школы, освободили крестьян, отменили телесное наказание, завели суд, скорый, правый и милостивый. Казалось, вот самый достойный, самый верный, кратчайший путь к приобщению к благам культуры туземцев и к духовному слиянию их с нашей большой общей родиной. Но то был сон. Для, возможно, большей краткости мы укажем только на то, что параллельно реформам Александра II и их широкому применению по всей России предпринималось по отношению туземцев одной только Терской области. Вскоре после оставления поста начальника Терской области графом Лорис Меликовым, который, надо отдать ему полную справедливость, умел достичь в короткое время весьма значительных результатов в упорядочении дела народного управления, были изданы особые постановления для охраны имущества проживающих в областях русских от хищничества туземцев. Согласно этим постановлениям, жители всякого аула, в пределы юрта которого будут введены следы, взятые с места происшествия, должны или вывести эти следы за свои границы, или выдать преступника, или уплатить стоимость украденного имущества. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с процедурой ведения следов, не может не подтвердить, какой это крайне ненадежный способ нахождения действительного места укрывательства похищенного имущества. А в крае, где благодаря широкой постановке скотоводства и обилия лошадей не только улицы, дороги, мосты и переправы, но и вся степь помята копытами всевозможных сортов и по всевозможным направлениям, ненадежность этой индейской науки становится еще более очевидной. На протяжении первых же 3-5 верст могут найтись тысячи примет, способных вызвать отклонение от действительных следов грабителей и их добычи. А так как с каждой минутой свежесть преступных следов быстро теряется под последующими следами движущихся по улицам, дорогам и выгонам двуногих и четвероногих, то даже при всей верности взятого первоначального направления и правильном доведении следов до выгона соседнего поселения не может уже быть речи о возможности вывести их с последнего, хотя бы воры и на самом деле пересекли его одним только часом раньше прибытия погони. Да если уже и вправду так легко, то почему следы никогда не доводятся до самого того порога, за которым скрывается преступник? И если наконец даже допустить, что следы преступления действительно укрылись в данном поселении, то разве все-таки возможно требовать от жителей, чтобы они знали каждый шаг своего односельца? Будь то небольшой хуторок или даже аул, население которого состоит из близких между собой родственников, такое требование имело бы еще хоть какое-то основание, но предъявлять его к селению в 200-300 дворов крайне нецелесообразно и несправедливо. Тем не менее, нам известны аулы, где годовая сумма платежей за следы доходит до 25-30 и более рублей с дыма. При безусловно равномерной раскладке их между богатыми и бедными, между действительными, быть может, ворами и вдовами с кучей голодных маленьких детей. А как производится само взыскание штрафов за следы? Как зачастую у несчастной семьи отбирается последняя коровенка, арба, котелок, а иногда даже священная цепь над очагом. Это все мы оставляем на совести ревностных сельских старшин, которым поручается сбор штрафов, помимо судебных учреждений, просто по одному административному приказанию. Порядок назначения старшин, несомненно, во многом способствует безуспешности борьбы с их преступлением. Общество, лишенное права выбора и своей среды заведомо достойнейшего занять эту ответственную и весьма серьезную в жизни сельского населения должность, считает себя нравственно свободным от всякого содействия успешности мероприятия старшины, ставшего над ним по постороннему назначению. Безразличное отношение к нему переходит обыкновенно в неприязнь, если старшина к тому же не коренной житель подчиненного ему селения, и прямо во вражду, если он другой национальности и бесцеремонно третирует духовно-национальные особенности и традиции подведомственных ему туземцев.
Легко себе представить, каким авторитетом пользуются в туземных аулах старшины из казачьих урядников, в большинстве случаев постоянно пьяные, грубые в действиях и омерзительно непристойные в выражениях. Не следует при этом еще и забывать и то, что старшины, назначавшиеся прежде по выбору, ограничивали жалованием в 150, 200, 300 рублей, а теперь назначаемым администрацией старшинам обществу приходится платить 500-600 рублей при квартире с отоплением, освещением и прислугой. Заведенный в 1882 году порядок передачи особо важных дел, где в качестве обвиняемых фигурируют туземцы, на рассмотрение военно-полевому суду также ни в каком случае нельзя признать, а скорее достигающим правительственной цели, нежели рассмотрение их в общесудебных учреждениях. Всякий казненный разбойник, какой бы отвратительной репутацией он при жизни не пользовался среди туземцев, попадая на виселицу, тотчас же в их глазах становится жертвой или мучеником, а более благородные абреки навсегда остаются в памяти народа и в песнях прославляются их геройские подвиги. Позорная казнь становится ореолом подвижничества и актом триумфа. А возможность судебной ошибки, даже если суды присяжных, где подсудимый так широко и всесторонне гарантируется от незаслуженной кары, впадают зачастую в значительные ошибки, исправляемые, всегда ли исправляемые. Благодаря только существованию последующих контрольных инстанций, то почему непозволительно усомниться в непогрешимости военно-полевого суда, роковую ошибку которого невозможно исправить никогда и ничем. На Кавказе при малом распространении государственного языка и изумительно плохой постановке дела предварительного дознания и судебного следствия судебные ошибки возможны на каждом шагу. Примеров бесконечное множество. В практике же военно-полевого суда нам известно одно дело, где обвинение было построено на ссохшихся сапогах, оказавшихся при экспертизе на суде, не соответствующими той марке, которая была снята со следов на месте преступления, на белой костяной запонке совершенно другой форме, чем найденная на месте преступления, на грязно-желтоватых пятнах старого заплатанного бешмета, как на вероятных следах крови, а по объяснению подсудимого просто масляной краски, которой он красил забор Владикавказского ремесленного училища, что подтвердил и смотритель училища как один из главных свидетелей процесса. На ржавчине кинжала, которая медицинским отделением Терского областного правления была признана за следы крови млекопитающего, отчего, надо заметить, не гарантирован ни один кинжал в туземном обиходе при частом убое животных, поступающих в пищу. И на опровержение алиби подсудимого тем, что он как туземец мог в 11-12 часов вчера пробежать к месту преступления пешком 25 верст и перерезать семью в 5 душ, в то время как глава ее, вероятно, отправлялся уже на базар 4-5 часов утра, а затем пробежать те же 25 верст обратно домой и к 6-7 часам утра, то есть сделать ночью пешком в продолжении 7 часов 50 верст, больше чем наполовину по отвратительнейшей горной тропе с невообразимыми подъемами, не говоря уже о времени, какое могло понадобиться на месте для совершения преступления. И несмотря на это, что в деле не оказалось ни одной прямой улики, суд по совокупности всех косвенных улик признал подсудимого виновным и приговорил к смертной казни через повешение. И он действительно был повешен при огромном стечении народа в 3 верстах от Владикавказа. С тех пор по всем уголкам Северного Кавказа с именем Каирова таинственно бродит мрачный признак бесправия и беззакония на земле. Но что все это в сравнении с экзекуцией? В то время, когда мертвые тела туземцев, усматриваемые в юртах, а то и просто на улицах и площадях казачьих станиц остаются для последних без всякого последствия, каждое мертвое тело казака вырастает обыкновенно в экзекуцию для всего туземного населения, в юрте которого оно усмотрено, будь это хоть на самой проезжей дороге. Сначала, чтобы дать делу законный вид и толк, туземцам предлагается выдать преступника, а когда они не пожелают сделать этого, то в аул присылается рота солдат, эскадрон драгун или сотня казаков, а то и больше, смотря по величине аула. Гости располагаются как у себя дома и, получая все свое продовольствие от хозяев даром, конечно, не отказывают себе в, возможно, лучшем его качестве и обилии. Если самое обыкновенное квартирование войск в деревнях редко когда не сопровождается нравственной грязью, духовным растлением и множеством обид и оскорблений, то надо себе представить, что делается в ауле, где по приказанию командира гуляет рота солдат или сотня казаков,
чтобы, значит, гололобому нехристю неповадно было бунтовать. Если у самой заурядной, благополучно обставленной туземной семьи всего годового заработка и запасов зачастую хватает только на то, чтобы еле-еле сводить концы с концами, то нетрудно понять, до какого безвыходного положения, отчаяния и ужаса бывает доведена большая часть населения того аула, где экзекуция стоит месяц, два, а иногда и больше. В этом поголовном разорении сотен и тысяч ни в чем не повинных семейств из-за одного подозрения, что в их среде скрывается несколько негодяев, может истощиться не только туземное, но и истинно христианское многотерпение. А если действительно в ауле никто не знает, кто именно совершил данное преступление? Хотя бы и в самом деле не подлежало сомнению, что преступление совершено непременно кем-либо из этого аула. Надо только на одну секунду допустить возможность такой ошибки, чтобы понять жестокость этого мероприятия. Для примера достаточно вспомнить не особенно давний случай с балкарским населением Нальчинского округа после гибели известного английского альпиниста с его проводником, кажется швейцарцем, при переходе через главный Кавказский хребет. Небольшое селение было заподозрено в укрывательстве предполагаемых убийц иностранцев и подверглось строжайшей экзекуции. И только когда специально для этого снаряженная английская экспедиция отыскала в расселине одного ледника трупы несчастных альпинистов, удостоверила через главное Кавказское управление, что нет ни малейшего намека, чтобы последние могли стать жертвой преступления, с балкарцев была снята опала. Но это было уже после того, как они выдержали 4-месячную экзекуцию.